Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Дорогие мои зрители, сегодня хочу предложить вам такую тему для гадания. Какого мужчину вы терзаете? У какого мужчины вы не выходите из головы? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих знакомых. А вообще, в принципе, постарайтесь подумать, о тех, кто в вашем поле, кто в вашей жизни находится. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какой мужчина мной терзается? У какого мужчины я не выхожу из головы? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, кто этот мужчина. Кого вы терзаете, кто никак не может успокоиться, постоянно думает о вас и мечтает. Кто этот человек? Давай посмотрим, что он думает о вас. Так, человек вышел прямо в центре. Вот можно его увидеть. Видите, какой он в центре. У человека треугольная голова. Треугольная. Так, мои дорогие, сразу хочу сказать, что это гадание о прошлом. Это о прошлом. Все здесь пойдет речь о прошлом. Мужчина либо бывший муж, либо бывший бойфренд, либо мужчина, с кем у вас треугольник. Понимаете? Либо бывший, либо треугольник. У него треугольная голова, плюс у него дырка в лице. Понимаете? Вот такой момент тяжелый. У человека человек тяжелой судьбы. Здесь человек либо кармический, либо у него... Не люблю я такие темы на общих гаданиях, но либо намагиченный, либо кармический. Вот как хотите. Это человек не свободный. У него идет полное подчинение. Подчинение его воли, подчинение его сознания и жизнь его... Жизнь марионетки, понимаете? Марионетка здесь вышла. К сожалению, так. Если вы понимаете, что с вашим мужчиной все хорошо, идеально, либо вы понимаете, что в вашей жизни не было таких знакомых, это гадание не ваше. Потому что этот мужчина, его прям чувствует, что что-то с ним не так, что-то не то. Он может быть, смотрите как... Ну, тут явно есть кто-то, кто очень сильно на него влияет. Еще раз говорю, это может быть карма, судьба. Вот от кармы не уйдешь. И может быть момент, когда бывшая, настоящая, либо мама, вот кто-то на него очень сильно влияет. Он несет над собой очень такую, знаете, острую звезду, причем такой вот прям шип, который ему в голову впивается. И плюс у него руки, ноги, видите, связаны. По ногам у него... Железные ботинки идут, такие, знаете, вот оковы, а по рукам у него веревки висят, когда его дергают, как марионетку за руки. Этот мужчина любит вас давно. Это не любовь первых месяцев, это любовь годовалая, тут год, 2, 10. Несет он эту любовь по своей жизни. Почему? Потому что эта любовь его спасает. Эта любовь дает ему возможность жить, выживать. Ради вас, ради этой любви он выживает. Знаете, как он себя мотивирует? Он думает, что мне сейчас очень хреново, извините за слово, но вот я из потока ловлю. Но я надеюсь, что все поменяется. Я буду с той, кому принадлежит мое сердце и моя душа. А это именно вы, кто зашел на мой расклад, на мое гадание. Так. Мужчина тяжелый. Мужчина очень тяжелый. Мужчина такой, знаете, он... Бывают моменты, когда он сам себя не контролирует. Здесь буква В, и здесь человек стоит. Это другой человек виноват в том, что у него судьба тяжелая. Но, конечно, лучше на индивидуальном смотреть, но пока вот выходит именно эта ситуация. Так.
Слушайте, мне даже тяжело, аж у меня даже вот как-то на груди тяжесть появилась, да, от этого песка. Здесь мужчина, он либо ваш, как я говорила, да, из прошлого, бывший муж, может быть, бывший парень, может быть, школьная любовь. Вот он любил вас, но как-то вот не умел рассказать о своей любви, не умел показать. Когда он был с вами, он был совершенно незрелый. Я бы даже сказала, он был капризный, как ребенок, и вел себя как ребенок. Да? Вот вообще серьезности не было. Легко очень к вам относился. Почему-то он был уверен, что вы никуда не денетесь. А если вы и денетесь, то мир большой. И в этом мире много других женщин, да, с кем он может, скажем так, разделить свою жизнь и свою судьбу. Но это его самодурство, оно прошло с годами, с месяцами, оно прошло. То есть мужчина сейчас, вот именно в момент, когда я делаю это гадание, в очень тяжелой ситуации, жизненной ситуации. Если он одинокий мужчина, да, то либо он под мамой своей находится, потому что здесь, смотрите, буква В, вина. И вот здесь человек стоит. Это по образу женщина идет, не мужчина, потому что в длинной юбке. Вот здесь, и причем мало того, он еще заякоренный идет, заякоренный. Понимаете, либо мама очень сильно постарается, да, мама вплоть до того, что тоже может магичить, там ходить, делать какие-то вот на него шепотки, да, чтобы он, например, ни с кем не строил свою личную жизнь, чтобы он был всегда с ней, при ней. То есть какая-то мама такая деспотичная идет. А если он с другой женщиной, особенно если он женат, то там 100% магия идет, причем магия жуткая. Там не только магия, там просто микс какой-то, там и магия, и психология, и шантаж, и истерики, холодная война, и тут прям все, что хотите, вот может быть. То есть если мужчина этот женат, то я не знаю, тут можно, я не знаю, мертвым позавидовать, да, настолько сложно у него все там в семье и в жизни, настолько сильно там его жена на кусочки каждый раз рвет, причем, я не знаю, то ли у нее власть есть над ним, то ли он как-то ей чем-то обязан, он ее побаивается, либо она какая-то влиятельная, то есть он ей как слова не может сказать, да, то есть она там изгаляется как хочет. Внешне они могут выглядеть как счастливая семья, но за закрытыми дверьми там просто ядерная война происходит. Она его казнит за малейшее, не то чтобы слово, взгляд не тот, и она уже прям когти в него туда внутрь, его там куски из него мяса вырывает. Женщина просто омерзительная, честно. Душа у нее черная. У нее, кстати, вот от той магии, что она везде творит и делает, у нее у самой уже сдвиги какие-то пошли серьезные. Она уже сама, знаете, как под дьяволом ходит. Эта женщина, она всю в жизни по магии добивается. Его жена, она сама, скорее всего, не магичит, она вот кому-то ходит постоянно, вот у нее есть какие-то мастера на примете, да, она к ним ходит, и она там все, там какие-то амулеты, браслеты, вот что-то вот этим всем пользуется, и вот верит она в это, верит, и деньги платит, много денег платит, у нее как-то вот прям, чуть ли не с детства, да, все пошло, вот когда она была там девочкой маленькой, может быть, там ей что-то в жизни не хватало. И она открыла для себя вот магию, да, что можно благодаря магии чего-то там получать и добиваться. Но мозгов-то не хватает понимать, что оплата этой магии, она не заключается лишь только в деньгах. Она и в других сферах проходит, которые до поры до времени мы не замечаем. То есть это вот, знаете, как бы союз, если он в браке, союз каких-то двух покалеченных людей в прямом смысле слова. И там будет взрыв, там будет просто раскидают всех и сразу. Всем достанется и ему, и ей, и даже, к сожалению, детям, если они у них есть. Этот человек вашим не будет. Он вашим не будет, и он вам и не нужен. Честно, не нужен такой мужчина вам. Этот мужчина, он несет с собой несчастье. Вот у него такой код рождения может быть еще что. Вот от него веет каким-то вот сыростью, запах тухлый, запах смерти, запах неприятностей, понимаете, кровью пахнет. От него именно пахнет кровью. И это не потому, что песок мой красный, а потому, что от него так пахнет. Вот знаете, мне так трудно дается это гадание, я не занимаюсь магией уже более
10 лет вообще не прикасаюсь, да, и каждый раз, когда мне приходится по работе сталкиваться, вот прям эти ощущения их нельзя ни с чем перепутать. Вот этому человеку по жизни досталось. Но опять же таки, нормального, абсолютно здорового человека его нельзя испортить. Даже какой бы сильный там маг, колдун не попался, это невозможно. Значит, у этого человека и в карме тоже что-то прописано. Поэтому вот такая ситуация происходит. Эта ситуация еще будет длиться у него. Длиться будет, ну, может быть, 3-5 лет. Понимаете, 3-5 лет, потом будет просто катастрофа. Полное разрушение и тотальная катастрофа в жизни, вот в семье, да, если он в семье. Если это мама его там что-то занимается, делает, то там будет катастрофа. Вот если мужчина не женат, с мамой живет, ну, либо мама, например, у него есть, да, но на расстоянии. То есть она там, понимаете, палец просто не вынимает из него. То есть она постоянно знает, что, как, он ей там может звонить, отчеты ей давать постоянно, что происходит. Не даст, не даст. Вот если вы, например, с этим человеком попытаетесь встречаться, жить вместе, да, вот он свободный, мама там далеко живет, вот поверьте, она даже будет жить там на расстоянии, там, не знаю, там 50 тысяч километров, все равно она будет каждый день присутствовать с вами вместе, прям с самого утра до самого утра, да, она даже в кровати будет с вами, потому что она будет звонить в самое неудобное время, она будет говорить, там, включи WhatsApp, видеоконференцию, там, Skype, не знаю, то есть будет лезть так, что мама не горюй, да, хуже, чем, например, люди рядом живут, то есть этот мужчина, он несчастный, он реально несчастный, его очень жаль, но такая у него судьба. Мои девочки, он будет любить вас вечно, он будет думать о вас вечно, потому что вы для него именно тот светлый образ, который помогает ему жить, просыпаться по утрам, работать, не знаю, там кушать, думать. То есть мечтает и думает о вас. К вам, станет ли он к вам подходить? Но я вижу ситуацию, когда он может так прибухнуть конкретно и, набравшись смелости, как-то вот себя обозначить. Просто сказать: я тебя люблю. Или я просто, можно я там тебя за руку подержу, ты мне так нужна. То есть вы будете смотреть на него, ну, и не понимать, да, то ли ты пьяный, то ли ты, ну, дурачишься, да, вот такой момент. Ну, так, чтобы быть с вами и построить конкретные отношения, ну, он и сам не дурак, он понимает, что что-то не так в его жизни, что-то не то в его жизни, и вот он себя чувствует несвободным человеком. Вот такой человек, девочки, по вам мается и страдает. Страдает, нет, неправильное слово. Мается, да, но страдает нет. Вы все-таки его вдохновляете, вы его муза. Вы та, кто лечит его сердце, ваш образ лечит. Он, знаете, все время вот где-то за вами следит. Может быть, в социальных сетях, может быть, там через окошко вас видит, да, может, где-то в офисе в соседнем работаете. Знаете, вот он всегда так радуется, когда вы, вот у вас новая одежда, да, какая-то, либо макияж какой-то необычный, он прям как ребенок, вот перед встречей у него прям такой азарт, да, вот, а какая она сегодня будет, а в чем она сегодня будет, а как она сегодня, знаете, вы когда красивая, вот особенно красивая, когда вы там наряжаетесь, у него прям, знаете, вот прям, ну, как на елке, да, ребенок на елке побывал, то есть вы его вдохновляете. Так что, мои милые, следите за собой, хотите этому мужчинке хоть немножечко помочь, давайте ему побольше радости, пусть он на вас смотрит, какая вы красивая, какая вы улыбающаяся, и от вас заряжается хорошей позитивной энергетикой. Мужчина, конечно, жалко, но это его жизнь, его судьба. К сожалению, так в жизни бывает, и сделать тут ничего невозможно. Так, мои милые, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.